Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Опять повторяю это слово. Лето красное в Рапеле, все лето на улицу не выходили, наконец-то вы вышли. Мы сейчас в гостях находимся на дружелюбной дачном участке. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел мой давний знакомый Александр Кириллович Павлов. Александр Кириллович, приветствую. Александр Кириллович у нас предприниматель. Вот. Учитывая, что у нас кулинарное ток-шоу, мы его называем, с чем вы к нам сегодня пожаловали? Что будете готовить? Ну, я родом из Вилюйска, Так. поэтому вот привез якутские вилюйские караси. Вот будем уху делать. Все говорят, ну как, у нас же всегда так, жеребятина, обязательно чурапчинская. Если чир чокурдахский, караси кобяйские. Согласны? Ну, отчасти да, потому что Кобяйские озера очень хорошие. Вот, и там водится очень хорошая рыба. Но вилюйские караси, ну они соседи же практически, да? Ничуть не уступают. И не то, что не уступают, они, ну, Это с вашей родины? да. Все ясно. Да. Мы с Семеном сначала посмотрели, как, не готовы же, замороженные. Оказывается, специально так и надо. Да, вот Да. в Расскажи, наших пожалуйста, условиях вообще, же как? Во-первых, особенно зимой, у нас же подледный лов начинается Да. в конце октября, начале ноября. Да. И, естественно, замораживаем и Шоковая привозим, заморозка. да, и потом привозим, у нас в морозильнике или на балконе лежит. И чтобы, Террасе да, на дачном участке. Ну. и надо занести, обычно некоторые делают их, размораживают долго, да, Да. целое- Утром занести, да, чтобы да, вечером приготовить. да. Или с вечера, Да. если вот такие занести. А чтоб- это вот именно такой способ, кстати, меня научил еще в 78-м или 9 году мой однокурсник из Кобяйской улицы. И он показал, как это делать. Но он сразу брал и как строганину строгал чешую. Так. Ну, я пошел дальше и решил размораживать по-другому. То есть беру вот, ну, в каких условиях. Если в городских условиях, то можно под горячую воду. Под струей горячей воды подержать. Ага. Ну, чтобы чуть-чуть сверху оттаяло. Да. А если ну, таких полуполевых условиях, Чуть-чуть то можно нагреть. горячую воду, Нагреть воду. и ложим туда вот карась. Так. Ну, караси О, такие. тут у нас чуть-чуть маловато места. Ну, всё. Нормально. Влезло. Свой нож, я смотрю. Да, Получается, сверху немножко должна оттаять. да, чуть-чуть, ага. Кожица отойти, чтобы это, да? Да, ага. И мы потом сразу положим вторую. Да, пока тоже другие соседи еще, ничего страшного. Сейчас может эврика случиться. Ну, Сейчас бери. уже начинаем, точнее, начинаете чистить. Да. Вот пока чистим, мы его положим Еще третью. одного. Ой. Так. Ну, я вот хвостик это просто давайте пока вот так положить. Зайдет. Вода не сильно теплая, да? И вот видишь, она в принципе легко. Ага, относительно легко. Да. Ну, уже можно, да? Ну, она, рыба-то не свежая, поэтому, Ну да, да. какое в это время, говорит, свежее, да? Ага. Ну, бывает, конечно, но... И вот люди вот это забывают чистить, да? Вверх, да? Вот здесь, вот. Сейчас какие-то чистилки пошли, нам подарили, но я не стал брать. Пусть их- Специальная рыба чистить? Да. Ну мы вот сейчас Тут, когда она холодная рыба, да, обязательно надо заранее скипятить воду. Ну то есть уже Кипящую, в кипящую воду положить. Ага, надо, да? а бывают люди, которые сразу холодную бросают, и рыба вся распадается. Ну, чтобы это тоже как момент, как Да. схватилось, чтобы, да? Да, поэтому... Да, все верно. Александр Кириллович, вы один из основателей ювелирного искусства в Якутии, да? Как вообще трудовая деятельность началась? Как вы пришли к этому? Ну, это чисто случайно, можно сказать. Хотя я думал об этом. Ну, один из первых предпринимателей, ну, не секрет, 90-е годы начинали. Ну. Я Ну, помню, маленькую можно историю расскажу. Я студент физического факультета, в 92 году поступил. И когда у нас уже примерно специализация с 3-го курса началась, у меня был один друг, точнее, он до сих пор есть. Он говорит, давай, говорит, ювелиркой займемся. Я говорю, что такое? Он говорит, есть, говорит, компания, говорит, у них продается серебро
Мгм. ложки и все прочее. Говорит, давай, говорит, купим, выплавим Мгм. и изделия делать, говорит, и продавать. Мгм. А тогда, ну, уже какой-то такой спрос пошел, первые коммерсы и все прочее. Мгм. А у нас доступ к печам, к наковальням, к инструментам, к прессам. И мы ходили в вашу компанию, покупали ложки большие, Мгм. выплавляли и изделия делали. Мама моя до сих пор носит серьги, вот такие куту тарха, Мгм. которые я сам своими руками сделал. Ну, Мгм. он пошел по этой линии до сих пор, он ювелир, Ну, да. да, Гоша Романов, ага. Мгм. А я уже Ну, он один из лучших другим. ювелиров республики. можно Да, да, сказать. да, 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 уже он уже всю дорогу этим и занимается. Ага. А как вы пришли к своему детищу, так скажем? Ну, была такая компания Якуттермитехника. Мгм. У них один из таких услуг было это ремонт и изготовление ювелирных изделий. Мгм. И они имели практически в каждом районе свои филиалы. Мгм. Там один-два ювелира были. Сидели, что там ремонтом занимались? Ага. Так. А потом в 93-м году, когда вот приватизация началась, Мгм. и их начали приватизировать. Мгм. Мгм. А тогда вот ювелирные предприятия приватизировать было еще не разрешено. Мгм. И Ну, поэтому, было золото Якутии все. да, Якут нет, золото. нет, тогда было Якутский ювелирный завод, Мгм. он еще с 70-х годов, вот. И потом была создана фирма Голдспарк, потом Саха ювелир. Но, кстати, сейчас их нет, поэтому Первые мы жаворонки, скажем в так. 93-м году, вот 22 июля, мы создались, открылись, как государственное ювелирное предприятие. Я помню, у вас мастера сидели Да. на первом этаже, да? Ага. Ломанов 45. Да, ну вот, и постепенно это мы, ну, первым делом я решил возродить традиционные якутские украшения, потому что их делали в основном только в Шунтарах, Нюрбе, ну, несколько мастеров Белючки и других Ну, районов. традиционные именно якутские, Да. национальные, получается. Так, ага. И это мне удалось, потому что я набрал ребят, которые вот заканчивали художественное училище. Ну, которые, собственно, ну, Да, ага. Имели, не понаслышке знакомы да, с дизайном, да, получается. И вот эти ребята постепенно научились и стали хорошими мастерами, и многие даже создали потом свои Свои. фирмы. да. Вот это уже вообще круто. Вот. Поэтому вот самое плохо чистится вот эта часть Да, рыбы. ну, ага, да, да, да. Ну, я иногда так их убираю. Раз, отрезали все, да? Мгм. Хорошо. Вот тут сильно вот слизь убирать не рекомендую, потому что основное вот в ухе Мгм. вот вкус передает вот именно эта слизь. Поэтому я вот чищу, Мгм. вот, и вскипела же, да? Так, это уберем пока. Во-первых, есть несколько способов, да? Вот, Желчь, я так да. понял, да? А, чуть не забыли, да. да. Хотя Потому- некоторые любят желчь. Ну, то Ну, есть есть, пересиливают себя да. и потом такой... Ну, я делаю как? Вот есть способ, оказывается, протыкаешь воздушный пузырь. Да, тогда давление создается, и да, вроде как и желчь не желчный треснет. пузырь не лопается. Да. Но я делаю так, на 100% наверняка. Мгм. И открываю, и вот видно, Да. видишь, Вот желчь. Вот. Мгм. Я его спокойно Выковырили. Да, выковырили. Выковырили, и все, и не паришься. Я уже 100% уверен, что здесь Да, уже... на мясо не передастся, на, Да. на бульончик не пойдет, Мгм. и все. А вот он, во. желтый. Чуть-чуть промахнулись. Ну или, может быть, анатомически неправильные рыбы. Вон, видишь, Да, вот она ходит. Ага. Ну или просто при заморозке сместилась немножко. Да, может. Ага. вот, убрали. Ух ты, над нами утки летают. Да. Крикажи. С утра летают утки. Мгм. Нам подсказывают. Так, и третью. Так же, да? Да. Ой. Ой-ой-ой. Аккуратно. Мгм. Теперь это положим обратно. Чтобы, ну, мы знаем, что караси имеют очень много костей. Да. Мгм.
И чтобы их как-то уменьшить, вот здесь никогда костей не бывает. Мгм. Ага. И вот поэтому я вот делаю надрезы. Это я увидел еще в 70-е годы у одного родственника. Я думал, почему он что это так сделал. Мгм. А сейчас уже по WhatsApp ходит, что вот люди так надрезы делают. Да? Ну, можно меньше. Упрощают себе жизнь. Некоторые вот такие продольные подрезы делают, да. Ага, и вот Когда тут- маленьких козырей. А вот так тоже, да, Мгм. можно. Ну, чтобы для кости, чтобы разварились, да? Да. делается? Да. И переворачиваем, и то же И самое. такие же манипуляции. Мгм. Все ясно. И действительно, там, если попадается, то очень мало. Разваривать, Это довольно интересно, потому что многие об этом не знают. Это тоже своя история. Это? Да. Ну, это с опытом приходит, видимо, да? ну, это опыт народа нашего. Да. Потому что Из-за они этого. это давно делали. Просто у нас же все, что хорошо забытое, старое. Мгм. Итак, мы закончили наши манипуляции, потому что, Да. все же не могли показать. Александр Петрович, на славу справились. И теперь что, собственно, закладка? Да, все. Кипящая вода. Кипящая вода обязательно. Ага. Вот как сказали, обязательно должна быть кипящая вода, чтобы рыба быстро схватилась, да? Да, Вот она, вот видно, уже схватилась. да. Мгм. Вот. Побелела. Всё. можно сказать. Да. И сразу же Солим. солим. Сразу солим. Так. Вот сейчас посолили. Все, я ничего, кроме соли, ничего не кладу. Ага. Потому что Молоко даже не добавляете? молоко не добавляю. Только соль, лук, там, и рис там, и так далее, ничего. Мгм. Потому что некоторые вот зеленый полевой лук Ну, добавляют. в конце да. можно, да. Да. Ну, для аромата, это уже, да, да. это уже каждый сам себе. Ага. Ага. Потому что вот в Вилючске есть такие озера, вот мы как-то пробовали, чуть поменьше карасей, но они были красные вообще такие. И Ну, это вот- зависит от того, Да. от Питание. кормовой базы. И Кормовой базы, да. они, когда мы их почистили, сварили уху, я подхожу, она белая, как молоко. Наоборот. Я говорю, кто молоко налил, говорю? Ну, чё, говорит? Ну, мама спрашивает. Ага. Я говорю, нет, никто не говорит, у нас и молока нет, говорит. Ну, мы по ягоды ездили. Так. И оказалось, что вот у этого озера вот караси такие, что они вот уха, как молоко. Да. И вкусная вообще, и такая, ну, такая приятная на вкус и так далее. Вот. И поэтому я никогда вот не ложу еще никаких дополнительных. Ну, то есть мы сейчас, наша задача дождаться, пока, Да, пока она должна приготовится. вскипеть. Рыбу мы заложили, и, как уже говорили, самое время как сказать, стоять, нормально ждать и пообщаться. Да? Александр Кириллович, вы успешный предприниматель, да? Но у вас есть один такой вид деятельности, вы его называете хобби. Ну, по мне, это уже чуть ли не хобби, это образ жизни. Именно про Сергея. Собственно, почему редакция вас позвала, я предложил кандидатуру вашу, да, все согласились, да. Расскажите, пожалуйста, откуда это началось, с чего вообще пошло? Ну, это чисто случайно. Опять, ну, Да. мы часто любим сейчас Да. говорить, модно говорить, случайности не случайные, да. Да. Что В случилось? 2013 году, в Ага. октябре месяце, делегация нашего города, она побратима города Олимпия, Греции, Мгм. делегацию пригласили туда, на зажжение Олимпийского огня для Сочи, Мгм. Олимпийские игры в Сочи. И включили нас. Вот. Мы с супругой там должны были организовать выставку ювелирную. Мгм. И Ну, как бы мы- по работе, да? Да, Так. и супруга, она увлекается, тоже хобби у нее фотографирование, и ее фотографии про Якутию, про Емикон, там, Якутск и так, 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 далее. так. Ну, природа в Да. основном, да, пейзажи, так? И портреты. Мгм. И вот мы летим на самолете, вся делегация, и с нами подсел Александр Иванович Шадрин. Мгм. Он тогда работал преподавателем в Мамское художественное училище. И разговорились, и я спрашиваю, а что ты там будешь делать, типа? А он говорит, я буду делать серьги. Я говорю, как так? Чего? Какой Чего? Сергей? Да. Да, И чего? оказалось, что действительно он с инструментами и так далее поехал. У него целый рюкзак инструментов был.
Так. И я, значит, говорю, на следующий день мы должны были ехать печатать фотографии для жены в другой город. А я жене говорю, что я поеду-то, я лучше ему буду помогать. И остался ему помогать. А там такой А он не был- просил? Он не просил, конечно, Ага. но ему-то одному тоже тяжело. Ну И да, он как-то, ворочать бревно, ага, ё-моё. ну, Ну, улыбка была приятной, он решил это не отказать мне. так. И мы приходим, смотрим, огромное бревно лежит. Я говорю, что надо делать? Он говорит, надо стругать. Ну, давай, говорит, постругал. Курбанок. Постругал. А, Потом, что надо делать? Надо отшлифовать, шлифмашинка. Давай я сделаю. И так. И вот он потом начал чарон делать и так далее. ну, вверх уже, Ага. да? Ага. А я говорю, что Ну, мы... сложную работу, Да, скажем так. ну, Так, естественно. Ага. Я тогда и не знал, что так можно пилой вырезать, допустим, чарон из бревна прямо. Ага. Ага. Ну, это как такой обычный бензоблой. как Да, это, обычный Ну-ну-ну-ну. штилем, да? Ага. И потом я говорю, что надо делать? Он говорит, надо узоры делать. И показал мне, как делать стамесские узоры. Я делал, да. начал это. Ага. Ну и потом мы там сделали рога, ну не рога, а ветки такие и так далее. Ну, он с собой уже заготовки принес этих цветков и так далее. Мгм. И мы это все оформили, и все покрасили и поставили. И Мгм. вот, Ну, то есть, получается, вы ничего не испортили. ну, Тогда. да. Так. И Не, ну, главное, как бы- там еще один такой момент есть, когда вот узоры делаешь, ты же там по сантиметрам не смотришь. Да. Ага. Просто бьешь, бьешь, бьешь. И вот когда доходишь до начала, Да, да, да. Ну, и вот должно совпасть. Где должно, да, 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 Да. совпасть. И ага. вот этот узор должен совпасть. Если не совпадает, ну, плохой знак. А совпадает, хороший. Ага. И получилось все нормально. Ага. И вот, видимо... А метровка вот так взык, не мерили? а? Не. Ничего себе. Так, Ага. ага. Знак, да? Да, и вот после этого мы на следующий год, в 2014 уже в июне поехали в Калифорнию, Мгм. и там тоже наша выставка должна была быть и так далее. И приезжаем. Опять в составе делегации, Да, получается? да. Ага. Ага. А приезжаем, а там оказалось, что ребята из ассоциации Эльдорадо, вот Ершов Михаил сначала, и там был Вильям Федорович Яковлев, вот директор из Хатына и так Да, далее. да, да. Ага. Егор Степанов, вот тоже хороший, один из известных мастеров ледовых скульптур, ну и И деревянных. по деревянную, да, мастера. А, ага. Не знаю. И вот они делали, оказывается, 3 серьги. Мы не знали. И подхожу и говорю, что такое это чарон без узоров? Они говорят, не успеваем, чего, давай. Я говорю, можно я сделаю? Он говорит, попробуем. Да ты что? Умеешь, типа? Ага, ну Так. да попробуй. И я начал, сделал. И они сказали, давай иди сюда, вот этот узор делай. Потом этот. Ну так я помог им. Ну, Ну, немного, но ну, помог. где-то вот чук-чук, Ага. да. Скажем так, ну, как говорят, руку приложили свою. Да. Ага. А третий раз уже вот Мария Шишигина Палсон, Да, которая которая в Исландии, жила да. тогда в Исландии, а я ее учил в школе, М. в Покровской средней школе номер 1 в 91 году. И она это, попросила там, Йоханссон есть такой предприниматель, у него это гостиницы, рестораны, Мгм. и вот он там в одном из своих этих ну, заведений решил поставить серьги. Там рядом стоит это индейская, индейский тотем. И вот рядом мы поставили этот и сделали там. И вот что там интересно было, там в Исландии вот в октябре, тоже октябрь, то этот, сплошные дожди. Мы М. приехали вечером. Сырая, помню, сырая погода, море дождь рядом, и да. ветер такой, но там же остров, Да, Атлантический океан. Я поставил этот чемодан, и он вот как та машина улетел буквально, еле догнал. Ага. И что интересно, там люди без зонтиков ходят. Если кто-то с зонтиком, это значит приезжий. Кто? Знаете? Приезжий, Приезжий. то есть не исландец. Мгм. Оказывается, ну, этот зонтик помогает вам 1 минуту. Потому что Подняли и сразу ломаете, врывает и всё. вырывает. Ага. Ага. Поэтому Потому что ветра очень сильные. очень сильные ветра. И вот я думал, как это делать, и где бревно. И вот Йоханссон молчит, потом на следующий день показывает мне, вот бревно лежит. Она вся мокрая такая. Я говорю, откуда это? Она приплыла, говорит. Топляк. Да. Топляк, а. Это, ой, ё-моё, Вот, это скорее как всего, дерево с вот такое, России вот, идет, с России, да. да, крепенькое, Ага. конечно, воду А набрало. потом на следующий день уже приезжаем, Харпа, так, это их конгресс-холл, такой огромный здание. И вот там рядом он поставил козлы
и бревно. М. Я там делал, а там 2500 человек делегатов Северного форума, да? Ну, Arctic Circle называется, Арктический Да-да-да. круг. Мгм. И там приехал этот Пан Ги Мун, тогда генеральный Генсек, секретарь да. ООН. Да, да. Ну, я-то не видел, я работал. И вот вдруг смотрю, там вспышки, там фотоаппараты и так далее. Кто И там смотрю вот так, ну, тут стеклянные стены. И вот я смотрю, он туда вышел. Я думаю, ко мне не пошел. И только начал работать, и там опять вспышки. Думаю, что такое? Смотрю, Пан Ги Мун ко мне видит. Ага. А я весь пыльный такой, да, А, как ну, раз шлифовал. Человек за работой, конечно. Мгм. И он сразу поздоровался. Мгм. Вот, потом подошел, ну, я там на ломаном английском объясняю, что это якутский тотем, то да все. Да-да-да. И он подходит к дереву и говорит, а где вы его взяли? Я думаю, кто говорит? Оказывается, он говорит по-русски. Да. И потом переводчики прибежали и стали переводить. И моя супруга говорит, давайте фотографироваться. И Ну да, все ну, стали, на память, конечно. а она говорит, за Сергея идите. Он понял и первым пошел туда. М. И стали вот за бревном. А, ну чтобы на Да, фоне, да, да. Ну как работа ведет, а не просто так, да, где Да. попало. Так. И вот интересно, там вот так поговорили. Вот. Жена такая приятная женщина. Он меня вот так к себе прижал, а я вот так прижался, и весь, у него хороший костюм, весь заморал. Решил отряхнуть, Стружки, да. а там еще, она говорит, окей, Не надо. проблема. А. Вот. И потом уже Монголия, Сербия, Казахстан и так И далее. уже хобби переросло в это, Ну, да? хобби стало. Хобби, реальное хобби, Да, да. и Ага. вот сейчас я вот буквально 1,5 недели назад приехал в Германию. Из Германии, да. Вот. Собственно, Маша вот Да, и рассказала опять про же, это. Маша там договорилась, и там Таухо город, ну, пригород Лейпцига, там есть город Таухо, ну, как наша Марха, да, 20 минут езды от центра. И это, там ежегодно фестиваль проходит, транс-фестиваль. Но раньше он был хомусистов, ну, органистов, вот, а теперь он, ну, там многие там, ну, тысяч, наверное, 15 человек собирается за 3 дня. Фольклорное получается, Ну да? да, и везде выступают, концерты, мастер-классы и так далее. И они вот, организатор этого, Клеменс его зовут, он 2 года подряд приезжал, оказывается, в 2005-2006 годах в Якутию и по 1,5 месяца жил здесь, ездил в Чурапчу, Намцы и так далее. И со всеми нашими ведущими мастерами хомуса познакомился. И по пути увидел Сергея, и ему очень понравилось, и он сфотографировал даже несколько Сергея и говорит мне, вот такое Сергей сделай. Ну, в смысле головой по бокам, ну, с 4 сторон, голову лошади и так далее. А быка, говорит, не надо. То есть голову. Ну, я первый Сергей там вот именно парки Таухо сделал, ну, наверху чарон, этот хомус, и, ну, сам вместо чарона я там сделал. Вот. И всем это понравилось. И что интересно, я вот торопился, думал, надо быстрее закончить. И на второй день уже практически остались узоры. И он говорит, не надо, говорит, чуть-чуть работай, а еще 3 дня. Я говорю, как чуть-чуть? Узоры нанести, это, ну, 2 часа работы. Но. А он, не, вот это. Оказывается, они растянуть, чтобы люди смотрели, во-первых, во-вторых, сами участвовали. Именно за работой, да. Да, и им вот такой рулон наждачной бумаги принесли, отрезали вот такими кусочками и раздают каждому желающему. Чтобы каждый А тоже и каждый прикоснулся. шлифует. Фотографируется, Да, выкладывает, да. и от этого идет И вот, сотни человек. да, социальные сети, да. наверняка. Ну сейчас это А же потом, как бы- когда уже начали красить, они по радио объявили, и толпа народа опять пришла. как Том Сойер. Да. Да, забор красить, да. И все, покрасили. Я подхожу, они говорят, не, мало штраф, вам не надо подходить. Да. И сами. Вы И командуете. я типа. издалека, вот тут докрасить, тут докрасить. Ага, вот И тут всё. плохо. Ага, и все, они все сами сделали. И когда на установке, ну, не меньше 400 человек собралось. Хотя это было воскресенье, день, ну, к обеду, вот, и очень интересно.
Все там стояли, болели. Ну, то есть, видите, какой ажиотаж Да. чуть ли не, да, получается, вызывает. Вот никакого ну, плохого отношения, ну, мы россияне, никакого. Они говорят, мы понимаем, говорят, что эта Что, война да, ну, не с да. Россией, а с Америкой, говорят, поэтому никаких проблем. И на эту тему, конечно, мы особо не разговаривали, но вот так они нам объяснили сразу. Ну, получается, вы совершенно в другом интересе, да? Да, Конечно, ну, да, да. как говорят, если громко сказать, народная дипломатия. Народная дипломатия, да, 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 да. А вы мне рассказывали, что Серге, ну вообще это как бы наша же исконно якутская же, да? А еще и у каких народностей оно есть? Ну, вообще? у многих народов, У многих даже вот в Австралии, Новой Гвинеи, ну, Что-то монголы, что-то похожее, да? Ну, буряты. монголы, да. Ну, А то есть Серге, те, которые кстати, коневодством занимались, монгольское слово же. Ага. монгольское слово, Да. да. И говорили, по-моему, 3 вида есть, да? Да. Расскажите, пожалуйста, нашим Ну, вот ученые телезрителям. наши считают, что есть 3 вида серге. Ага. Первое это бытовые, то есть наши предки ставили возле своего балагана. Ну, оно не утилитарное, высо- да, оно вот, чисто вот на таком бытового уровне, да. назначения, да. Я видел в Горном Алтае прямо вот такие Да. серьги стояли. Ну, чтобы удобнее было. Киргизии вообще вот такие. Да, 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 да. Ага. Чтобы удобнее было Да, вязать. у многих этих тюркских народов тоже есть это серьги, да. И второе это ритуальные. Ну вот шаманы на сакральных местах ставили, либо вот наши шехи, это же тоже ритуал, алгыс и так далее, проходит вокруг нашей серьги. И это, конечно, вот это ритуальным относится. Ну и есть третий вид, это событийный, это уже современное. Ну и раньше, может, ставили, то есть юбилей какого-то Чему-то, да. города. Воссоединение да, рода, да, свадьба свадьба, даже да, ставили. ага. Да, много серьги стоит там, выпуск да. 62-го года. И Ага. поставили Да, серьги. да, Ну, да. почему нет, да? И, ага, и вот это, но ритуальным, конечно, надо все каноны соблюдать, мне кажется. Ну, не Ну то, что да, как это это, да. Где А попало, кому попало, опять да, же, да? а вот этим ну, событийным, ну, максимально красиво надо. Ну да. Ну, конечно, соблюдать. Кто на что Да, способен, скажем да, так, да? Да. Скажите, пожалуйста, все-таки некий, вот это, мы же его называем, ну, тотемное, да? Да. Да. Какой-то сакральный смысл, какой-то это, может быть, это символ мужского начала. Это и есть, это мы не скрываем, это Да, так. Это. неспроста же. Ага, и вот ветки, которые вот 4 багах серги или арба серги, там 8 и даже больше бывает. Это, конечно, ну, по современным понятиям, можно сказать, это связь с космосом, да, то есть с высшим верхним миром. Вот. И вот 4 стороны света, вот эти ветки тоже Указывают, указывают и охраняют. И там, если есть пучки из конского волоса, я ставлю Ну, обычно как по 3, обереги, да, служат, да, они опять же. защищают, охраняют, там, изгоняют злых духов с этой местности, можно так сказать. Поэтому, и вот у меня случай был в Красноярском крае, я в одной деревне моего друга, он попросил на территории школу поставить. Я его поставил, и когда мы уже возвращались, уже наводнение началось. Это было май месяц. И он звонит и говорит: Саша, твое Сергей может помочь? А то у нас, говорит, уже подходит к нашему двору, говорит, вода. Я говорю, ну иди там, угости, Да, попроси. да, говорю, подношение, да? Ага. И он пошел, на следующее утро звонит и говорит: Саша, вода Спала. начала уходить. Говорит, это точно твой Сергей? Я говорю, я не знаю, но факт это, факт. Ну, да. Или вот в Белгороде я поставил тоже выпускница ВКШ наша, ну, Высшая комсомольская пресс-ЦК. Мы дружим все, ассоциация у нас своя есть. ВКШ? Да. так. И она попросила вот поставить Сергея именно на территории Белгородского государственного технологического университета имени Шухова, ну, знаменитый Шухов, вот, который на Шабловке башня есть, ГУМ, это вот крышу сделал, и так. Ну, очень много у него работ, Шухов. И вот там я поставил, и, ну, когда выступал, говорю, вот можете подойти, студенты, попросить, хорошо, чтобы оценку получить или зачет сдать. И потом меня отправляют фотографии. Там куча студентов стоят и просят
Ну, как сдали, я не знаю, но факт того, что уже люди, если верят, Кто- должны кто- главное кто- верить. Да, главное Верить, верить, да, да. потому что, ну, эффект Да. плацебо никто не отменял первое, да, ну, могло совпасть, да, но, тем не менее, те, которые хорошо сдали, скорее всего, в следующий раз такой, может быть, благодаря и все прочее, ну, Может, то есть это это же, у них- опять же, объединяющий какой-то, да, фактор свой имеет. Останется как некий ритуал среди студентов. Ну, да, Учащихся, может да. быть, да, уже каким-то Если этим погладишь, традицией станет, да. Покормишь там, Ну. скажешь, ты нашу сессию сдашь. Александр Кириллович, ну, понятно, вы успешный предприниматель, да, вы ставите, делаете все, ну, практически на свои средства, правильно, да? Но, тем не менее, что для вас именно вот ваше хобби сейчас? Для чего вы это делаете в конечном итоге? Ну, во-первых, вот Вы же продолжаете это делать? народ да. Саха всего даже меньше полумиллиона. Да, якутов, да? Да. Но во всех сферах жизнедеятельности и вообще вот культуры и так далее, искусстве мы имеем свои особенности. Ну, мы везде красавчики. Да, вот Да, тот же я- Хомус, да, да. он признан самым лучшим барганом в мире. Ну, Вот там, вот тот же Таухи, все ходят и просят якутские хомусы. Вот наш Тоюк, наш Аланко, да, и если взять национальные виды спорта, вот, вот Кобах, Кылы, Станга, это же свои никого национальные нету. виды спорта, да. Ага. Олимпийские чемпионы Да. наши. Сейчас кино Вот. как поднялось. Да, Бизнесмены о себе заявили а вот в уже. Да, ювелирном да, деле же это вообще мы вообще впереди красавчики. всей планеты. Да, мы очень Вот замок талантливы. есть якутский, да? Ага. Вот он чуть-чуть вот так искривлен. И вот за счет дуги она сохраняется. Вот английский классический замок, он сразу вот так Вот, и падает. сразу 100% теряешь. А тут якутская остается. Ну. Это наши предки придумали. И наши Илинкабьер, Калинкабьер, Бёрох и так далее, ну, браслет и так далее, все наши украшения, это же вообще таких ни у кого нет в мире. Это мы. Вот. И мы сейчас вот ездим по разным выставкам, и там показы делаем, Мерседес, Бец и так далее. В других странах, вот нынче попросили турецкое посольство, чтобы мы показали им. Вот. Ну, очень много. Поэтому я вот считаю, что о якутах, ну, о народе Саха должны знать везде. И вот этот наш Сергей, он, это знак мира, символ мира и дружбы. Мы войны не хотим, а вот ставим, чтобы мы вот шарон, полный Полная кумусан чаша. чарай, который дает, ну, ты врагу же даже чашку воды не дашь, же, правильно? Ну, да. А тут мы А тут целый, чуран целый, да. да. Уже вот такой, ну, Да. с открытыми ладонями, да. Поэтому и люди это очень хорошо относятся. Мгм. И понимают, что это вот, ну, и какой-то памятник, можно сказать, да. Или вот в Польше я поставил во дворе школы имени Васлава Сирошевского. Это Польша, где все российское, советское, тем более, разрушает памятники. А тут именно вот воеводство этого округа, оно согласилось. Благодаря вот, которая доктор филологических наук, там работает в Варшаве в университете. И Петр, который сам поляк, был в Якутии, и ему вот понравилась Якутия. И они помогли, и мы там поставили на родине, а деревня называется Козлы. Козлы. И там имение осталось, ну, правда, один сарайчик, и все разрушено во время войны. И там они поставили. И вот случай такой был, когда я работал, их ксенц все время приходил утром на занятия там в школе, да. И всё Ксенс время это же это, церковный работник. ну, да, да. везде. Ага. И он так еле-еле здоровался и кивал только головой. И я Петру говорю: Петр, что-то этот батюшка поп, говорю, плохо к нам относится. Ага. Языческий идол, тут Да. ставим в самом Что, центре. что происходит, да? Да, Ага. давай что-нибудь сделаем. Он говорит, что сделаем? Давай я сделаю католический крест. Ну, на самом деле, под Чароном. Он говорит, это можно? Говорит, ну как? У вас, говорю, самая католическая страна. У вас даже римский папа Иоанн Павел II был, да? Да. И он был католиком. Давай сделаем. И я после обеда сделал католический крест. На следующее утро этот ксенц приезжает на машине, выходит, в очках он так посмотрел и смотрит католический крест. Ну, его это Ага, и он «Здравствуйте» на чистом русском языке уже... сказал. да. А вечером уже выходит тоже «До свидания». Вот, представляешь? То есть это уже, ну, что-то мы уже добились. Это уже трогать не будет.
И даже мой сын ехал мимо и заехал. И директор школы приняла, покормила там в школьной столовой, да, моих внуков. И фотографировались вот где-то. Такие истории. Вот насчет этих, того, как вас принимает, ну, все равно чужая земля, муниципалитеты, свои обычаи, свои обряды, свои религии и все прочее. Возникали когда-нибудь трудности, ну, либо говорили, что вот нет, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ну, каким образом вообще переговоры идут? Это же не Я попало, вот, куда пришел, поставил? Нет, я же сам не хожу там, я хочу поставить. Ага. Это меня просят просто. Ага. Каким-то образом, то есть Узнают, что я делаю. Землячество Да, какие-то. землячество наши, вот. сообщество. Шех Европы, вот, а потом сейчас в мировой шех превратил, Лариса Риясовна Кулаковская и так далее, вот, также Мария Палсон и так далее, все они приглашают. Ага, и поэтому все готово. И бревно даже, ну, правда, не, в нескольких странах я сам покупал Бревна. бревна. Ага. Ну, а там в нескольких других странах дерево-то очень дорогое. Да. Одно из самых дорогих материалов, между прочим. Это у нас тут бревен, как грязь. И поэтому, в принципе, они вот в прошлом году в Норвегии, например, ставил, да, огромное бревно, они бесплатно дали. Сами это. И поэтому, Подготовили. и многие, вот той же Норвегии, вот, допустим, сначала написали, что гостиница стоит столько, столько, ага. А когда уезжал, я подхожу и говорю, надо платить. Они говорят, нет, ты не платишь. Как, говорю? Ой, елка, сколько... Можно было, да. Оказывается, за счет принимающей стороны, да? Не, они посмотрели, что я сделал-то, и после этого они поняли, что вот... Ну, пацана надо угостить. Да. Итак, Да. наступил самый долгожданный момент нашей передачи. Мы так обстоятельно обо всем уже поговорили, обсудили. Рыбка томится. Так, И сервировка, да, Семен? Да, мы уже готовы. Сейчас мы аккуратненько Выложим рыбу. станем. Ну, там иногда отрывается голова, но Не, можно ну это отдельно. нормально, потому что же и так же мы ее практически отрезали. Ну вот такие красивые надрезы получаются. Голову. Некоторые любят реально голову. Да. А какое ваше вообще, кстати, любимое блюдо? Ну, Что готово каждый день чуть ли не кушать? я вот караси могу, и главное строганину. Я могу строганину кушать бесконечно. Могу только строганиной питаться. С утра до вечера. Да. Ну, ничего себе. О, вот мне вот это самое Да, вкусное. эль. И эль, да. Играть самое полезное. И только в карасях она есть, между прочим. Ну, почти все. Другие рыбы же ее почти нет. Так, ну что, друзья? Как говорю, мой любимый момент передачи, когда уже все, передача заканчивается. Вот сервировка и, собственно, пробование того, что у нас получилось. Да. Давайте приятного аппетита. Давайте. Попробуйте. Чуть было не... Ну, как мужики уже, как, ну, как... Вот соль как раз. Да? Соль Соли Ну, как ты- раз, да. И вот то, что вы говорили, да, так и случилось. Да. Как будто молоко добавили. Да. Да. Ничего добавлять не надо. Ну вот перец можно кому-то, да? Берите. А рыбу же надо кушать руками. Вот так. Есть люди, которые умеют вот так вот обсасывать, и косточки остаются. У меня дядя так кушал. Ну, чуть поменьше карасей, конечно. Ну, по якутской бычаке, да? Вот так. И все. У меня есть зять у Селданской. Карасей вот так берет за это и как пирожки кушает. Медленно жевывает и вообще ничего не оставляет. Я говорю, ну, тебе зубы. А, кстати, у нас в гостях были два японца. И, ну, они хотели побывать, ну, в семье, ну, посмотреть, как якутяне живут. И мой сын тогда в Министерстве внешней связи работал, Кирилл. И говорит, папа, может, мы пригласим их? Ну, и мы пригласили. Я сварил караси, чуть побольше даже этих, ну, жеребятина, строганина. Ну, короче, такой, ну, печень еще, жеребячая и так далее. И начали с карасей. Я сварил, положил, они не кушают. Я говорю, почему не кушаете? Они смотрят. Потом я съел, Как вы будете? ага, я поел, и потом они начали кушать. И вот первый раз я видел, что я-то чисто кушаю тоже, да, Так. косточка обсасываю и так далее.
А там у них вообще ни одного, там вообще чистота. Все белые кости лежат. Чуть и сказали, вот мы рыбный народ, то есть рыбой Ну да, да, питаемся, да. но такого вкусного карася, ну не то что карася, а рыбы мы не ели. Никогда в жизни. Ну честно признались. Вот поэтому я считаю, что якутский карась, вот я пробовал их на поезде, когда едешь, караси продают бабки, да, и когда ешь, Совершенно по-другому, да. Не, ну надо действительно дань отдать рыбе, потому Да. что, да, в голодные военные Да. времена это рыба, благодаря которой народ Саха выжил. И что удивительно, факт, да. моя мама во время войны училась Мукучу, а жила в Тимпе, да? И 20 километров она пешком в субботу после обеда, ну, толпа детей приходила домой. И мой прадед, а дед-то был на войне, он ей готовил кутья, большое кутья, только языков карасей. Это сколько надо было, да? Да. Ничего себе. И она кушала. Ну, царская еда чуть ли, Да. да. Раньше Вот говорили, это во да, время такие войны. вот тоеные, говорят. Да? А Жареные мой прадед языки. кормил всю округу карасями. И они спасли вот наши... Смогли выжить, да. Александр Кириллович, ну, к сожалению, да, эфирное время у нас не резиновое, мы можем, да, еще долго стоять, разговаривать, да. Да. Но, тем не менее, у нас передача заканчивается. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелание для наших телезрителей, это у нас такая традиция. Ну, я, во-первых, благодарю за то, что вы досмотрели эту передачу, да? Мгм. Потому что все, кому не лень, все знатоки карасей. Мгм. Вот. И, во-вторых, я хочу, конечно, мира во всем мире, чтобы не было войны. А в-третьих, я хочу, чтобы мы удачно, без особых проблем пережили вот предстоящую зиму. А то прошлый год это было уже страшно, да? 50 градусов. Холода, да. Да. Ага. Поэтому, чтобы кто особенно живет в частном доме, пусть хорошо питается карасями, да, чтобы улов был нынче осени хороший карасей. Вот. И все, чтобы было благополучно у нас, то есть в каждой семье, чтобы дети хорошо учились, все было, чтобы хорошо, и удачи в работе, ну, кто пенсионеры, чтобы все нормально было. А я еще расскажу, что у нас сегодня был в гостях Александр Кириллович Павлов, предприниматель, большой пропагандист якутской культуры, человек, который ездит на свои средства, ездит по миру, ставить везде наш тотемный символ СРГ, якутская СРГ. Александр Кириллович, еще раз вам большое Спасибо, спасибо, Александр Кириллович. да, за то, что были гостем. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. На этом, друзья, мы с вами потихоньку прощаемся. Будьте здоровы и кушайте всегда, как мы. Просто вкусно. Да.